Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы разберем книгу, вышедшую в 2015 году «Карабулаки. Арстхой», авторами которой являются Фаргиев Ахмедхан Идрисович и Елхароев Халмурза Магомедгиреевич. В частности, мы рассмотрим страницу 159. Итак, данные авторы пишут о чеченцах-карабулаках и ингушах. Цитата. Таким образом, мы можем констатировать, что издревле нахчинский народ имел внутреннее деление по ландшафтному признаку на предгорных Арстхой и горных Ламары, взаимоотношения которых не портились более чем сочинением в адрес друг друга надсмехательских анекдотов, древнейшими из которых можно назвать нартовский эпос. Однако у ингушей, в отличие от остальных нахчинских горцев, проживающих в районе стратегических горных проходов, часто эксплуатируемых предгорниками, сложились в прошлом с плоскостными нахчи, орстхоевцами непростые взаимоотношения. Эти негладкие отношения ингушей-горцев с предгорными чеченцами-арстхоевцами впоследствии перешли и на других чеченцев, занявших лидирующую роль среди предгорно-плоскостных нахчи, потомков древних нарт-арстхоевцев, частями которых являются и нашхамах-кахойцы, и чеберлойцы, и шатойцы, и современные арстхойцы с акинцами. С ингушским, голгайским Тукхумом, состоящим из трех горных шах-яаров, арстхойцы не имеют столь крепких и длительных исторических связей и ментальной общности, как с чеченцами. Лишь с окончанием Кавказской войны и переселением основной части орстхоевцев в Османскую империю, когда высвободилась их территория, ее начали заселять ингуши.